Ну, я скажу, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы еще раз вернемся к такому вопросу, как написание адаптированной основной образовательной программы для любой образовательной организации. Сегодня мы будем с вами работать вдвоем. Два работника КРИРО и ПК. Это я, заведующий Центром сопровождения специального инклюзивного образования Савенко Наталья Александровна, и главный специалист Центра сопровождения специального инклюзивного образования Твердова Марина Владимировна. Марина Владимировна начнет наш вебинар, расскажет вам немножечко о нормативно-правовых актах, о документации. Далее продолжу я. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые слушатели. Так, основными документами, на которые опираются при разработке образовательной программы и адаптированной основной образовательной программы, являются многочисленные документы международного и национального права. Среди основополагающих документов выступают такие, как Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, Федеральный закон об образовании и Федеральные государственные образовательные стандарты. Вот эти основополагающие документы, на которых опирается при разработке образовательных программ и адаптированной основной образовательной программы. Итак, давайте рассмотрим основные понятия, которые необходимы для полного освещения данного вопроса. Что такое образовательная программа? Образовательная программа — это комплекс основных характеристик образования, это объем, то есть количество часов, содержание, чему мы хотим научить детей, планируемые результаты, то есть чем закончится процесс обучения на данном этапе, который представлен в виде учебного плана, рабочих программ, учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей и так далее. Образовательные организации посещают как нормативные дети, здоровые, так и дети с ограниченными возможностями здоровья. И в законе также дана формулировка, кто такой обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. Это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и психологическом развитии, и обязательно, конечно, условия, подтвержденные психологом медико-педагогической комиссией, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий. Так, что такое инклюзивное образование? То есть это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Так, что же такое у нас адаптированная образовательная программа? То есть это образовательная программа, которая адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию. Так. И хотелось бы повториться, что необходимо обязательно заключение психолога медико-педагогической комиссии. Так, все дети у нас имеют право на образование. Данное право отражено у нас в статье 5 Федерального закона об образовании, где также прописаны государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации. В части 5 написано, что федеральными государственными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются условия для
получение без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ, коррекции нарушений развития и социальной адаптации и оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и способов общения, доступных для этих лиц. Обратите внимание, что федеральными государственными органами, министерством, департаментами разрабатывается перечень условий, да, для получения образования лицами с ОВЗ, а вот уже государственные органы субъектов Российской Федерации, Министерство образования, органы местного самоуправления уже призваны создавать условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, далее в федеральном законе об образовании в статье 13 прописаны общие требования к реализации образовательных программ. В части 11 указано, что порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам различного уровня устанавливается федеральным органом исполнительной власти. То есть при разработке документов, определяющих порядок и характер обучения и воспитания детей, должны строго следовать рекомендациям, перечисленным в ФГОС, а также основываться на письмах и приказах Министерства образования. В статье 79 федерального закона статья 79 у нас определяет порядок организации получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. То есть эта статья именно посвящена именно обучающимся с ограниченными возможностями. В части 1 прописано, что содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптированной образовательной программой. А для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов. В части 2 прописано, что общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В части 3 этой же статьи прописаны специальные условия, да, для получения обучающимся с ОВЗ условия. Да, это специальные образовательных программ и методов обучения и воспитания с помощью специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения, предоставление услуг ассистента, помощника, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. И очень важное условие, проведение коррекционных занятий, очень важное условие, которое отражает уровень инклюзивной культуры образовательной организации, это, конечно же, обеспечение доступа в здание организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Статья 79 также в части 4 прописано, что образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, да, инклюзивное образование, так и в отдельных классах, интегрированное образование, группах или в отдельных организациях, да, специальных коррекционных школах. Группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выделяют несколько групп, такие как слепые, слабовидящие, имеющие функциональные нарушения зрения, косогласие, амблиопия, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с задержанным психическим развитием, дети с нарушениями интеллекта, дети с расстройствами аутистического спектра, глухие, слабослышащие, дети с тяжелыми множественными нарушениями. Да? Нужно сказать, что данный список пополняется
Уже вот в группе слепые и слабовидящие выделены дети с функциональными нарушениями зрения, да, косоглазие и амблиопия, и в группе глухие и слабослышащие, перенесшие кохлеарную имплантацию. То есть это говорит о том, что и таким детям тоже необходимо создавать специальные условия. Статья 48 гласит и рассказывает об обязанностях и ответственности педагогических работников. Часть первая рассказывает, что педагогические работники обязаны учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья и соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с УВЗ, и при необходимости взаимодействовать с медицинскими организациями. Ну, вот так коротко, да. И вот еще раз представлены документы, на которые необходимо опираться при разработке образовательной программы и адаптированной основной образовательной программы. Марина Владимировна, вы закончили, да? Угу. Дорогие коллеги, Марина Владимировна вас познакомила с основными документами, на которые стоит опираться любой образовательной организации, в которой обучаются не только дети с ОВЗ, но просто дети, потому что Конвенция и Конституция в любом случае призваны о защите прав любого ребенка. Но поскольку мы сегодня говорим все-таки о детях с ОВЗ и говорим об адаптированной образовательной программе, в первую очередь хотелось бы немножечко коснуться вопроса, кого же считать все-таки детей ОВЗ и ребенком-инвалидом. В первую очередь нужно обратить внимание, что вот эта аббревиатура ОВЗ и ребенок-инвалид все-таки прописана в федеральном законе. Это не чья-то выдумка, это закреплено законодательством Российской Федерации, где четко прописано, что обучающийся с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психологическом развитии, которое непосредственно подтвердила психолого-медико-педагогическая комиссия. То есть без ПМПК ребенок не может быть ОВЗ, и без прохождения медицинской экспертизы ребенок не может получить статус ребенка-инвалида. Это обязательно стоит учитывать. Специалисты по МПК обследуют ребенка от 0 до 18 лет и выдают законному представителю, то бишь родителю, заключение. Этот документ как раз может содержать в себе состояние всех высших психических функций ребенка, а также включает в себя рекомендации по определению образовательного маршрута ребенка, то есть выбора формы обучения, направления работы специалистов. Еще раз хочется обратить внимание на то, что дети могут иметь справку об инвалидности и заключение по МПК. И нужно обязательно понимать, что обучающийся с ОВЗ не всегда является инвалидом, а ребенок с инвалидностью может не нуждаться в специализациях каких-то обязательных условий обучения. То есть ребенок, получивший, допустим, статус инвалида, это ребенок, ну, допустим, ребенок на коляске, да, который плохо передвигается, но при этом ребенок абсолютно умственно сохранен слух, зрение и так далее. То есть при этом ребенок, да, он является ребенком-инвалидом, но он абсолютно может прекрасно получать образование без какой-либо адаптированной программы, за исключением, естественно, что у него не будет у него, допустим, развития физической культуры. Все остальные предметы ребенок точно так же может изучать наравне со всеми, сдавать ОГЭ, ЕГЭ и так далее. Понятно, что если ребенок ОВЗ, то для такого ребенка обязательно нужно просматривать направляющие составляющие, которые написали по МПК. Итак, нужно еще для себя очень четко понимать, что дети, которые имеют соматические заболевания, это заболевания сердца, сосудов, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта,
и так далее, могут обучаться по основной образовательной программе и не посещать ПМПК. То есть такие дети не имеют статуса ОВЗ. И это очень важно понимать. Такие дети не имеют статуса инвалидности. И для таких детей не строится специализированная программа. Такие дети обучаются по основной общеобразовательной программе любого образовательного учреждения, будь то дошкольное учреждение или это образовательное учреждение общепринятого вида, то есть обычная школа. Следует учитывать еще один момент. Максимальный срок, на который выдается рекомендации по созданию специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ, это длительность освоения уровня образования. Это может быть выдаваться на год, либо на определенный уровень, допустим, на всю начальную школу. Это тоже следует помнить, внимательно смотреть на рекомендации, которые вам приносят родители. Еще один небольшой нюанс. Если ребенок имеет такой статус, но родители не предоставили вам документов от ПМПК или не предоставили вам индивидуальную программу развития ребенка, не предоставили документов из МСЭК, то такой ребенок будет обучаться по общей образовательной программе. И для такого ребенка не создаются специальные условия, так как необходимых подтверждающих документов родителями и законными представителями представлено в образовательную организацию не было. Далее. Для того, чтобы обучать детей ОВЗ и детей-инвалидов, любая образовательная организация разрабатывает адаптированные программы. Адаптированные программы создают специальные условия обучения, утверждают необходимое штатное расписание и примерные основные образовательные программы, то есть АОП. На слайде представлена ссылочка на ВГОС-реестр. На данный момент на ВГОС-реестре представлено достаточно большое количество адаптированных примерных программ и начального общего образования, и общего образования для большой категории детей ОВЗ и детей-инвалидов. Поэтому любая организация, выйдя на данный сайт, может подобрать для себя примерную адаптированную программу, на которой может основываться и разрабатывать свою собственную адаптированную программу, по которой будет заниматься тот или иной ребенок, либо группа детей, о чем мы с вами поговорим дальше. Итак, ключевые положения федерального стандарта всегда отражаются в адаптированной программе. Исключительным правом на разработку любой программы, в том числе программы АООП, обладает учебное заведение. В АОП конкретизируются положения в ГОСа применительно к конкретной специфике учебного заведения, к составу учащихся, к педагогическим возможностям и прочее. Все ключевые положения стандарта должны отражаться в адаптированной программе. Далее. Адаптированные программы обеспечивают ребенку специализированное образование. То есть, как мы уже с вами говорили, и как Марина Владимировна вас уже знакомила, с различными категориями детьми, это детки слепые, слабовидящие, детки с тяжелыми нарушениями речи, детки с опорно-двигательным аппаратом, с задержкой психического развития, детки с нарушением интеллекта, детки с расстройством аутистического спектра, дети с нарушением слуха и так далее. Для таких детей в настоящий момент разработаны примерно адаптированные основные образовательные программы, и представлены они все на ВГОС-реестре. Если кто захочет, пожалуйста, можете выйти, подобрать, посмотреть. Далее. Многие задаются таким небольшим вопросом вообще, что такое АОП и как она разрабатывается. Но в первую очередь нужно понимать, что любая АОП разрабатывается на основе, допустим, если детский сад работает по основной общеобразовательной программе, то для ребенка, посещающего, допустим, детский сад с
ОВЗ ребенка с инвалидностью разрабатывается адаптированная программа, то есть для конкретного ребенка. Но если у вас посещает, допустим, группу или класс дети со схожим нарушением, то для таких разрабатывается адаптированная основная образовательная программа для целой группы детей. То есть здесь происходит как раз инклюзивное образование, когда есть инклюзивный класс или инклюзивная группа в общеобразовательное учреждение. И тут разрабатывается уже адаптированная основная программа для конкретной группы детей, то есть для определенной категории. Итак, обязательные шаги для подготовки и проектированию АОП при наличии детей с ОВЗ в образовательной организации, вне зависимости от вариантов обучения. То есть в первую очередь нужно проанализировать наличие и количественный, и качественный состав контингента детей, которые находятся в вашем образовательной организации. То есть выявить, какое количество, да, с какими нозологиями находятся дети в вашем учебном заведении, какие особые образовательные потребности для них необходимы. Далее, изучить уже имеющиеся программы по обучению и воспитанию детей данной категории на предмет соответствия с требованием ФГОС как дошкольного образования, так и общего образования. Далее, познакомиться уже с имеющимися на сайте ФРИО программами и возможности их использования в дошкольном образовательном учреждении либо в общеобразовательной школе. Дальше. Обязательно нужно понимать, что при составлении адаптированной программы нужно учитывать, что она выступает в качестве локального нормативного акта, в котором описывается содержание образования, методика реализации стандартов. В АОП конкретизируются положения в ГОСа применительно к специфике учебного заведения, к составу, к педагогическим возможностям и так далее. Порядок и условия разработки определяются в определенном нормативном акте заведения. В нем, как всегда, указываются и правила и периодичность составления АОП, внесение корректировок в действующую программу, состав и полномочия и ответственность участников, а также обязательно описываются и утверждаются локальными актами учителя и специалисты, которые будут сопровождать, а также разрабатывать и реализовать эти адаптированные программы. При этом содержание предмета, любого предмета, всегда адаптирует учитель. Специалисты сопровождения лишь помогают ему выявить особые образовательные потребности и проводят коррекционно-развивающие занятия. Реализацию АОП осуществляют с учетом специфических образовательных потребностей отдельных учеников и групп обучающихся в соответствии с четкими учебными планами, в том числе с учетом индивидуальных планов развития ребенка каждого и индивидуального плана обучения. Реализация может осуществляться АОП как совместно со всеми, так и, естественно, индивидуально. Естественно, все это соотношение устанавливается в зависимости от вида адаптированной программы, то бишь это индивидуально под какого-то конкретного ребенка, либо это создана программа под конкретную группу детей. Далее. Немножечко все-таки поговорим об индивидуальном подходе и составлении адаптированной программы. Важно помнить, что любая адаптированная программа разрабатывается только в соответствии с рекомендациями ПМПК. И если нет таких рекомендаций, то в образовательной организации не разрабатывается адаптированная основная образовательная программа. Важно определять контингент детей, которые посещают образовательную организацию. В соответствии с особенностями и разрабатываются все программы. Если дети, посещающие образовательную организацию, которым рекомендована ПМПК специально адаптированные программы, то в таком случае для каждой определенной нозологической группы разрабатывается своя образовательная программа. Ну, например, если в группах ЗПР или в классах ЗПР находятся только дети ЗПР, то для такой группы категории детей разрабатывается одна на всех единая адаптированная основная образовательная программа.
Разработка АОП осуществляется с учетом всех рекомендаций ПМПК, кроме того случая, если в программе задействована программа реабилитации, то есть индивидуальная программа реабилитации. Разработка и реализация АОП всегда осуществляется поэтапно. Ну, сейчас рассмотрим, то есть этапы. Этапы разработки любой программы, в том числе и адаптированной, подразделяются на несколько этапов. Первый этап, естественно, это аналитический, первичный. Второй – это формулировка целей и задач и содержания. Третий – это реализация самой программы, осуществляется с обязательным сопровождением различных специалистов. Ну и, понятно, аналитический, вторичный, то есть итоговый. Сейчас посмотрим более подробно. Итак, первый этап. Значит, все-таки на первом этапе анализируются в первую очередь условия, созданные в любом образовательном учреждении для реализации той или иной программы, в том числе адаптированной. То есть это будут материальные, кадровые и так далее. На первом этапе всегда формируется и утверждается приказом руководителя рабочая группа по разработке программы, порядок разработки, корректировка и так далее. Как мы уже и говорили, все это закрепляется локальными актами, то есть положением о разработке адаптированной основной образовательной программы, который позволяет упорядочить работу педагогов посредством четкого разъяснения и содержания структуры адаптированной программы. При формулировке целей, содержания всегда исходят из особенностей психофизического развития той или иной категории детей. Цель должна быть всегда конкретной и обязательно реалистичной, то есть не надо ставить завышенных целей, которые ребенок просто не сможет реализовать, и вы не сможете добиться с этим ребенком в силу его специфических каких-то возможностей. Далее. На данном этапе определяется и содержание самой программы, то есть какие-то предполагаемые результаты на каждый год обучения, либо на четверть, либо еще на что-то. Далее определяются методы и формы реализации программы, а также проходит ее согласование на педагогическом совете. На третьем этапе при реализации, значит, рассматриваются различные специалисты, кто будет сопровождать данную программу, в каких направлениях, кто будет подключен к реализации данной программы, какие узкие специалисты вам потребуются для того, чтобы реализовать коррекционный блок адаптированной программы. Аналитический, то есть четвертый этап. Оценивается эффективность реализации программы, исходя из результатов анализа качества образования и достижения ребенка при освоении той образовательной программы, которую вы для него создали. Адаптированная основная образовательная программа разрабатывается всегда на основе примерной основной образовательной программы и всегда состоит из трех основных разделов. Первое – это целевой раздел, который включает в себя несколько компонентов. Естественно, как всегда, это пояснительная записка. Определяются цели, задачи, планируемые результаты освоения обучающимися АОП и так далее, и подобное. То есть необходимо всегда понимать, что ребенок определенной категории не может прийти к какой-то цели просто так. Поэтому должны быть поставлены всегда только лишь целевые ориентиры. Специфика этих ориентиров является особый подход к формулируемому предполагаемого результата с учетом психофизического развития данной конкретной категории детей. Далее. Система оценки достижения результатов. Понятно, что как в любой программе, так же в АОП существует система оценки достижения, то есть планируемые результаты, к чему придут ваши дети в итоге, когда пройдут обучение. Здесь, естественно, определяются особенности психолого-педагогической диагностики, освоения образовательных областей, которые будут обучаться дети.
И обязательным условием здесь уже является диагностика развития детей специалистами. Это и логопеды, и дефектологи, и психологи, и если это необходимо, тифлопедагоги, сурдопедагоги и так далее. Содержательный компонент программы определяет содержание самой работы по различным областям, либо по учебным предметам в школе. Естественно, обязательно нужно понимать, что здесь обязательным компонентом является программа коррекционной работы, которая определяется для всех специалистов, работающих с определенной категорией детей. То есть это вариативная часть программы, и она является собой большой блок работы, который является неотъемлемой частью содержательного компонента адаптированной программы любой образовательной организации. Также здесь в обязательном порядке включается содержание работы с родителями как полноправными участниками образовательных отношений в любой образовательной организации. В организационном отделе АОП включается в первую очередь описание, то есть описание организации образовательного процесса, как вы это будете делать, организационные условия, психолого-педагогические, примерное ежедневное время, необходимое на реализацию программы, то есть количество часов, да, на занятия, на уроки, количество этих занятий, количество уроков, в какое время, ну, как мы понимаем, что поскольку это дети все-таки с какими-либо заболеваниями, то все-таки это по любому СанПину это первая половина дня, с сокращенными занятиями, с сокращенными уроками, с большим количеством все-таки более перемен, да, для того, чтобы ребенок мог немножечко отдохнуть. Обязательно прописывается взаимодействие с семьями детей, потому что, как мы уже и говорили, все-таки члены семьи являются полноправными участниками образовательного процесса. Далее, обязательно рассматриваем материально-техническое обеспечение, потому что для данной категории детей все-таки нужны специализированные условия в какой-либо категории. Если ребенок глухой, слабослышащий, для него должны быть созданы специализированные условия, чтобы он мог лучше воспринимать материал. Но это как минимум, да. Должны быть специализированные парты и так далее, какие-то технические средства, какие-то обозначения, которые ребенку помогут более успешно справляться с образовательной программой. А также обязательно обеспеченность различными методическими материалами, средствами обучения, дидактическим материалом и так далее. Сейчас достаточно много различных методических материалов, учебников, тетрадей, пособий и так далее, которые можно приобрести для реализации любой АОП. Далее. Рассмотрим с вами подробный план проекта адаптированной программы для ребенка с ОВЗ. Ну, естественно, первое – это общее положение, структура, условия и порядок. Итак, общие положения, которые касаются разработки АОП. В первую очередь, это основание. На каком основании, да, мы разрабатываем данную программу? То есть это нормативно-правовые акты, которые позволяют нам разработать эту программу. Далее включается порядок разработки АОП, что, зачем, какой предмет и так далее. Далее определение и характеристика АОП, для кого и так далее. Категорийность детей, то есть программа для детей с ЗПР и так далее. Обязательные документы, то есть это заключение ПМПК, то есть пишем, что данная программа была разработана на основе ПМПК, да, заключение ПМПК или на основе ИПР-инвалида и так далее. Различные документы и материалы для разработки АОП. То есть это документация какая-то, материалы, да, которые помогают нам в реализации данной программы. И, естественно, это документы, направления деятельности программы и обязательно перевод на обучение, если необходимо, там пишем, что это индивидуальное обучение или обучение в классе,
определенной категории детей и так далее. Итак, структура АОП. Ну, естественно, это титульный лист, далее идет целевой раздел, далее идет содержательный и организационный. Итак, вот на примере, допустим, адаптированной программы какого-либо дошкольного учреждения, но это то же самое, что, допустим, для любой организации титульный лист. Пишется шапочка, что принято это на педагогическом совете, утверждено заведующим или утверждено директором школы. Адаптированная основная образовательная программа для детей, и указывается категория, указывается какой школы, указываются составители, так далее, год. Обязательно титульный лист или не обязательно может содержать и другую информацию, то есть это и адрес учреждения, факс, сайт и так далее, то есть что вы захотите там себе представить. Далее, целевой раздел. Целевой раздел. Цели, задачи, реализации программы для детей с ОВЗ. Все туда вписываем. Общая характеристика, в том числе нормативные документы, на основании которых была разработана эта программа. Категории, для которых разработана эта программа. Это дети ОВЗ, это дети ТМНР, это дети с нарушениями речи, это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и так далее. Примерные или комплексные программы, включая программы для обучения и воспитания детей с ОВЗ, на основе чего это было сделано, да? Принципы и подходы к формированию, значимые разработки, в том числе специальные, психолого-педагогическая характеристика обучающихся, с которой вы будете работать по данной программе, описание особых образовательных потребностей, что для таких детей требуется, допустим, да, более серьезное освещение, там, специальные учебники, там, специальное там, помещение, более просторное или наоборот и так далее. Планируемые результаты в обязательном порядке, но опять же таки вернемся к тому, что нужно понимать, что все планируемые результаты освоения образовательной программы должны быть как целевые ориентиры, а также оценивание качества образовательной деятельности по программе, то есть как вы и каким образом вы будете оценивать результаты. Далее. В содержательный компонент обязательно входит описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в различных образовательных областях, либо по различным предметам в школе. Далее, описание вариативных форм, способов, методов и средств, которыми будет реализовывать АОП с учетом возрастных психофизиологических особенностей конкретного ребенка. Обязательно учитываем его возможности и интересы, насколько он может или не может то или иное делать. Далее, в обязательном порядке идет взаимодействие взрослых с конкретными детьми, то есть взаимодействие педагогов, взаимодействие воспитателей, если таковые есть, взаимодействие учителя, взаимодействие с преподавателем физкультуры и так далее и тому подобное, взаимодействие с какими-либо еще специалистами. Далее, взаимодействие всего педагогического коллектива и узких специалистов с семьями, не только, здесь показано, как дошкольников, но, в принципе, и с семьями обучающихся в любой образовательной организации. Далее, сама программа коррекционно-развивающей работы с детьми, то есть представлена здесь же в содержательном разделе, должна быть программа коррекционной работы узких специалистов с конкретной категорией детей. Если это дети с нарушением речи, понятно, что здесь большой блок будет отведен работе специалистов. Это логопеда, и дефектолога, и психолога. Далее. Содержательный раздел содержит в себе, то есть что туда входит конкретно. В саму программу будет включаться цели и задачи коррекционной работы, перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы с детьми, мониторинги, комплексные обследования, система медико-педагогической и социальной поддержки детей, коррекционная работа,
Рабочие программы узких специалистов и механизмы взаимодействия, направленности работы внутренние и внешние, то есть как внутри между самими педагогами и детьми, между просто педагогами, а также между педагогами, детьми и родителями. Возможно, будет внешнее взаимодействие, если у вас нет специалиста, то у вас будет привлеченный внешний специалист, возможно и такое. Далее, организационный раздел. Идет описание материально-технических условий, всех необходимых условий, которые необходимы для реализации АОП для конкретного ребенка или конкретной категории детей. Обеспеченность методическими материалами и так далее. То есть нужно понимать, что для того, чтобы реализовать АОП, у вас должны быть специализированные методические материалы по конкретной нозологии детей. Характеристики кадровых условий, наличие специалистов, соответствие их образования и так далее, описание режима дня, индивидуальных каких-то дополнительных занятий детей и так далее. Требования к развивающей и окружающей среде и пространству ребенка. Допустим, если это школа, то вплоть до того, что вы должны описать, что находится на территории школы, для того, чтобы ребенку было комфортно и удобно, допустим, передвигаться, чтобы он видел, знал, понимал и так далее. А также особенности проведения различных мероприятий в школе, в дошкольном учреждении, куда будут включены дети, которые обучаются по АОП, и описание финансовых условий реализации конкретной программы АОП. Еще хочу остановиться на одном вопросе, что для реализации АОП нужно понимать, что просто так взять ее и реализовать человеку несведущему невозможно. Поэтому специалисты, которые будут в будущем реализовывать АОП, все-таки должны в обязательном порядке пройти как минимум курсы повышения квалификации по направлению работы с детьми с ОВЗ. Если есть возможность, то это не менее 72 часов. Лучше, конечно, если это будет профессиональная переподготовка, где люди будут понимать, с кем они работают и как правильно работать с такими детьми. Далее, условия реализации. Ну, естественно, в первую очередь это организация архитектурной среды, это должны быть узкие специалисты и организация медико-социального сопровождения и порядок рассмотрения и утверждения АОП. То есть, естественно, это пишется всегда ответственный за разработку, срок, период, когда можно пересмотреть, в какие периоды, различные согласования, ну и, естественно, утверждение. Хотелось бы еще обратить внимание вот на такой вопрос, что для осуществления комплексного все-таки сопровождения любой программы АОП необходимо комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей как с ОВЗ, так и с инвалидностью в образовательном процессе. Поэтому в любой организации, образовательной организации, будь то детский сад, будь то образовательная организация, как школа, или это профессиональная уже организация, да, которая дает в будущем профессию детям, обязательно должна быть создана как минимум психолого-медико-педагогический консилиум, который будет сопровождать ребенка в процессе всего его обучения, в процессе получения образования. Медико-педагогический консилиум все-таки является важным инструментом сопровождения такого ребенка в любой образовательной организации. Положение разрабатывается на уровне организации, где он создается, утверждается. Там же положение и организация на основе приказа руководителя какой-либо конкретной организации, где будет создан медико-педагогический консилиум. Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая, конкретно в своей организации. Если, допустим, это ребенок глухой и слабослышащий, естественно, то в психолого-медико-педагогический консилиум или в сопровождении обязательно должен будет включен либо дактилолог, либо сурдопедагог, который будет сопровождать данного ребенка. Понятно, что в любом случае это все будет зависеть от того, какова категория конкретного ребенка,
И любое положение, любые направления все-таки утверждаются руководителем образовательной организации. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Если у вас возникают какие-то вопросы, если возникают какие-то проблемы в написании или сложно где-то найти какой-то материал, на экране, на слайде представлен и адрес нашего центра, и телефон, куда вы всегда можете позвонить, и мы сможем, если в наших это силах, да, либо посоветоваться с более компетентными органами, да, но в любом случае помочь вам в реализации ваших программ, помочь вам, насколько это возможно, в написании, подсказать, может быть, где-то направить, ну, может быть, найти даже какого-то специалиста, который сможет вас проконсультировать. На этом спасибо, до свидания. Все.